Великая Отечественная война. Сколько в этих словах слез, горя, печали и потерь. Великая Отечественная война – это миллионы покалеченных судеб. Вот уже 75 лет, как завершилась война, но память всех страшных дней до сих пор жива в сердцах наших ветеранов и участников войны. Здравствуйте! В эфире программа «Достояние». С вами Карина Григорьева и Лада Матвеева. Наш сегодняшний герой – участник Великой Отечественной войны Феодора Ивановна Стеклова. Сегодня ей 97 лет. Живет она со своим сыном и ждет нас в гости. Здравствуйте, Феодора Ивановна. Здравствуйте, здравствуйте. Радик Валерьянович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как себя чувствует, чем занимается и как коротает время ваша мама? Ну, сейчас она уже чувствует себя лучше, потому что перед 9 мая приходили врачи, проверили ее, анализы взяли. Вроде анализы у нее хорошие, но все-таки решили подкрепить. Ну, бледновато выглядит, конечно, гемоглобин низкий. Ну, ходит, все, гулять выходит на улицу, правда, около дома только сидит, туда-сюда ходит, но на свежем воздухе лучше себя чувствует. Главное, сама себя обслуживает, и то ладно. Радик Валерьянович, вы, наверное, хорошо знаете историю ваших родителей. Каково это, молодой девушке, оказаться на полях сражений? Конечно, одно дело молодому парню на войне, другое дело молодой девушке. Ну, парням как-то попроще воевать, они прихотливые. Но женский организм, он все равно требует чего-то другого. Все было одинаково, почти обмундирование. Все, ну, конечно, там у них по форме одевали. Ну, как она рассказывала, сапоги они получили только в конце войны в Германии. До этого ботинки, обмотки, все. Из женских гигиенистки что-нибудь давали, спрашиваю? Нет, ничего не давали. Сами как-то умудрялись. Вот. Так что, ну, тяжело было. Жили в землянках, вот, постоянно. А в Ленинграде так вообще там блокада из дома в дом. В доме жили, там, когда все умирают в доме, перебирались в другой дом. Все, постоянно кто-то умирал. Там. Блокада была жуткая вещь там вообще. Как она вспоминает. Самое тяжелое было в Ленинграде. Конечно, к девушкам у парней на фронте повышенное внимание, но никаких вольностей допускать не разрешалось, и они себе не позволяли, потому что, значит, каждые полгода они проходили медосмотр. Если что-то там нашли, как говорится, сразу же приказ, комиссуют и долой с фронта, убирают сразу же. Поэтому, когда в Германию вошли, то же самое, значит, сказали, что вот они нам, немцы, много нам горе принесли, значит, ну, сейчас мы им покажем тут. И тут приказ, никого пальцем не трогать, гражданское население не сметь, если что, вплоть до уголовного наказания. Вот. Ну и с обмундированием, как я уже говорил, тяжело было. Вот в Ленинграде, значит, она была во второй ударной армии. Для этой армии, значит, отправили баржу с обмундированием по Ладожскому озеру. И немецкая авиация потопила эту баржу. Они говорят, опять мы без обмундирования остались, впереди зима. Вот такие моменты. И потом, когда их перебросили через Финский залив на Ораниенбаумский плацдарм для прорыва блокады Ленинграда, тоже, значит, баржа подходила уже к берегу, попал снаряд. Баржа потонула, ну, они, значит, все попрыгали в воду, ну, Балтийское море, оно мелкое, ну, все-таки до земли добрались, темно, ночью, потому что переправляли, все, идем, говорит, как мокрые курицы, все с них течет, нашли землянку там, и когда зашли, там все удивились, девчонки, вы откуда такие мокрые? Они говорят, нас потопили, но мы выплыли, вот такие всякие моменты. Феодора Ивановна, вы помните дни войны? Какими они были? Дни войны. Что только не пережила. В Ленинграде, колотали как. Люся, мама, пить хочу, иди на небо. Так будем отсадать. Что только не видела. И голод, и так. Ленинград самый страшный был. Сама вспоминаешь, прямо, очень тяжело, очень тяжело. Мы знаем, что Феодора Ивановна прожила со своим мужем более 60 лет. Вы росли счастливым ребенком?
Да, конечно. Хотя детство было так же, как и у всех. Отец, мать все время на работе. И она говорит, вы, говорит, без меня росли. Она к 7 уходила на работу, возвращалась где-то часов уже в 11, где-то в 12. Сестра, она готовила. Мытье полов – это моя забота была. А младшенькая там уже нам помогала. Как-то так и росли. Вот. Детство было счастливое. Я думаю, что оно, конечно, было, как у всех в те времена, не такое уж сытное, не такое веселое, но тем не менее мы были счастливы. Также и пионерами были, и в комсомол вступали. Все, то есть жили среди таких же, как и мы. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Мы видим, что уход за вашей матерью очень хороший. Вы один за ней ухаживаете? Да, приходится, потому что сейчас мы с сестрой на пенсии. Так что есть возможность, пусть сестра живет далеко, в Мурманской области, но тем не менее она полгода приезжает, и я также стараюсь на полгода приехать, мы чередуемся, и потому что одно оставлять ее сейчас уже как-то боязно, уже память не та уже, и плохо слышит, плохо видит, и чтобы поддерживать ее состояние здоровья, приходится как-то постоянно быть с ней. Да, стараемся. Все-таки она столько сделала для нас, теперь мы должны для нее сделать, чтобы все-таки поддержать ее как можно дольше, чтобы была в состоянии таком здравом. Феодора Ивановна, как вы сейчас живете? Расскажите нам. В раю живу. Сын приехал. Все. И ванну моет, и все, и стирает, и кормит. Сейчас вот так живу. Одной, конечно, скучно. Приезжают они. Феодора Ивановна, сколько вам было лет, когда попали на войну? Теней в окопы рыли. 40 градусов на полу спали. Солома у Ярбулла. На соломе 9 человек. Совшибели, эй, прям. Потом на фронт. Сначала окопы рыли. Война хотела сюда дойти. Служила 123-й отдельный полк связи. У тебя была 2-я ударная армия. 123-й полк связи, отдельный полк связи. Вот. 2-я ударная армия. Рокоссовского. Отец был участником войны. Где он проходил службу? Во время начала войны отец проходил службу в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского в Москве, потому что он был призван в 1940 году. Но полностью окончить службу-то он не успел, значит, началась война. Их оставили обслуживать полк противовоздушной обороны. Он был механиком по авиавооружению в Москве, защищал Москву. К ним потом поступали по ленд-лизу английские истребители «Харрикейны». Вот он обслуживал там, на одном самолете было 12 пулеметов. Надо было все заряжать, там все готовить к бою. Все. То есть, ну, соответственно, потом, когда немцев от Москвы отогнали, их перебросили уже в такие сухопутные части. Он был и, значит, минометчиком, был пулеметчиком, связистом. Вот, воевал в составе 22-й армии на Калининском фронте, значит, и где-то вот до 43-го года, до ноября. А ваш дедушка? Что интересно, дедушка участвовал в 3 войнах. Значит, он прошел империалистическую войну, Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. Вот. Отец это дошел. Да, да. И что характерно, значит, они с матерью получили в один день повестки явиться в военкомат, и военком сказал: нет, давайте сначала мы ее отправим, вроде бы, а то для семьи слишком большой удар, а потом уже отца отправим, сказали, на фронт. Вот. Так и получилось, что он, значит, воевал в составе противотанкистов, стрелял из противотанкового ружья, подбил несколько танков, брал Киев,
Ну, как-то удачно получилось, что вот вернулся живой с фронта. Ну, позже, чем мать. Мать-то раньше отпустили из Германии, значит, демобилизовали. А потом он вернулся. Но он после этого недолго прожил. Все-таки все эти переживания, ранения, которые он получил в этих 3 войнах, видимо, сказались. После анализа разработках он заболел пневмонией и после этого умер. Но мы его не забываем, каждый год ездим на кладбище, поминаем его, вспоминаем. Да. Все, да. В каких сражениях ваша мама принимала участие? Какими наградами вы сегодня гордитесь? В составе 2-й ударной армии они, значит, прорывались к Ленинграду, но сначала не смогли. Потом в 1943 году очень жестокие бои были на Синявинских высотах, под Амгой. Даже песня такая есть: «Наши полки на высотах Синявина, наши полки под Амгой». Песня про Ленинград. Да. Потом они все-таки прорвали блокаду, и она больше года находилась в Ленинграде. Но прорваться там дальше они пока не могли. Самое разное событие, конечно, для них было это прорыв блокады Ленинграда. После этого они воевали в Эстонии, освобождали Прибалтику. В составе 2-го Белорусского фронта прошли Польшу, север Германии и 8 мая закончили бои. Эстония, Латвия, Литва. В Грайсвальде закончили войну. После окончания войны они все-таки решили пробраться в Берлин. Значит, приехали в Берлин и на Рейхстаге написали: «Мы из Ленинграда». Когда возвращались, с подвала их эсэсовцы обстреляли. Где-то недобитки еще оставались. И потом, когда после демобилизации возвращались домой через Польшу, тоже, значит, были нападения на воинский эшелон. Ну, это армия Краева. Там армия Людова, армия Краева. Краева за буржуазную Польшу. Вот они еще несколько месяцев сопротивлялись советским. Эстония, Латвия, Литва, Польша. А награды, ну, самая дорогая медаль для нее вот это. За оборону Ленинграда. За оборону Ленинграда, да. Самая дорогая медаль для нее. Ага, это с ног до головы. Да. Голод, холод. Потом она также получила вот за боевые заслуги. Значит, ну, связисты, видимо, оценили ее труд. Сколько детей вырастили ваши родители? Сколько внуков радует сегодня бабушку? Ну, нас было 3. Они вырастили 3 детей. Кроме меня еще вот старшая сестра и младшая сестра. Старшая сестра уже покинула нас. Значит, младшая сестра тоже на пенсии, сейчас в Мурманской области живет. Я тоже на пенсии, живу в Кировской области. Внуки есть, внучки. Много внуков и внучек. Надеюсь, еще больше будет. Феодора Ивановна, мы от всей души поздравляем вас с прошедшим днем рождения и желаем крепкого здоровья. Спасибо вам за победу, за чистое небо над нашей головой. Чтобы здоровы были, работали хорошо. Дай Бог вам здоровья. И спасибо, что пришли. Спасибо вам. Очень большое спасибо. Побывать в гостях и пообщаться с ветераном войны – большое счастье и огромная честь для нас. Судьба Феодоры Ивановны – это настоящая история. Но мы продолжим вас знакомить с именитыми людьми нашего города. Мы не прощаемся, а всего лишь говорим: до новых встреч!